атакой. Дани Алвес не сумел помешать Альваро Морате сделать передачу. А здесь Хавьер Маскерано просто не контролировал Карима Бензема, который находился у него за спиной. Маскерано махнул мимо мяча, и здесь, понятно, есть определенная вина аргентинского защитника. Не удалось ему исполнить задуманное, потому что если Маскерано играл вместе, никаких претензий нельзя. Да, может быть, как спокойно Лионель Месси с ним разобрался. Ведь Рамос понимал, что к Месси приближаться нельзя, обыграет, не заметит, но и не сбил Рамос свою задачу. И, конечно, шикарной передачи здесь не было положения вне игры, потому что задержался Майкл Эссьен. Можете даже не смотреть на Варана и Серхио Рамоса. Все исполнено на высочайшем уровне. Ну вот, первое напоминание нам с вами о том, что Барселона — это все-таки Барселона. Вообще, вот когда Барса атакует позиционно на чужой половине поля, вы помните, то, что мы с вами видели на протяжении всех 19 минут, кажется, что футболисты Барса, они вот как мины по этому самому полю расставлены. И вот видите, сработало. Концовка оправдалась. И Серхио Рамос, помню, за спиной еще и Роналду вылетал или там пролетал параллельным курсом. Ну, на повторе мы сейчас все это разберем. Не удержали Серхио Рамоса, 2-1 Реал уходит вперед. Но Маскерано чего показывает, что он может сделать в такой ситуации. Вряд ли претензии не будут приближаться ни на уже его поставили против Рамоса. А против Рамоса не играл вообще никто. Смотрите, Пике, похоже, действовал по мячу, и формально Пике оказался самым футболистом Барселоны к Серхио Рамосу. Но посмотрите, как начинал Рамос свой разбег. Он просто набрал хорошую скорость и сумел здорово оттолкнуться от газона. А Пике, который сделал всего 2 шага вперед, к страсти, Вальдеса пытаются успокоить, но он получает красную карточку. Причем, я не понимаю, что сейчас делает Перес Ласов. Сначала он достает желтый, показывает ее Вальдесу, а потом сразу красный. То есть, видимо, какую-то слишком гневную тираду позволил себе Виктор Вальдес. Если Перес Ласов сначала хотел ограничиться просто предупреждением, то потом понял, что так не обойтись. Ну, вот это да. Давайте, кстати говоря, еще останемся. Я понимаю, что нас, скорее всего, поджимает на следующая трансляция. Ведь сегодня событие уникальное. Классику начинается футбольный вечер, а не заканчивается, как это обычно бывает. И сейчас мы можем увидеть много интересного и понять, что, например, за Барселону или, может быть, за Реал не сыграет